День поля собрал на своей площадке десяток сельхозтружеников. Кто-то предлагает свои услуги в сфере развития АПК, а кто-то демонстрирует новейшую технику и удобрения. Например, Республиканский Россельхозцентр этой весной высадил новые сорта овощей – картошки, ячменя, овса, гороха и сои. На этом овощном полигоне, или как его называют аграрии, демонстрационном поле, и высадили первые семена, некоторые из которых уже прижились. Помимо них Россельхозцентр сегодня представляет новейшие опрыскиватели и удобрения. В этом году мы у нас в республике начали производство, заложили опытные делянки в двух хозяйствах. И в дальнейшем будем тоже, есть другие планы по производству другого удобрения. Также мы представили в этом году, сейчас в этом празднике, День поля, нашу технику. Это самоходные опрыскиватели, ранцевые опрыскиватели, и новые самоходные опрыскиватели, которые мы недавно получили. Это Туман-2, новейший опрыскиватель. Производительность этого опрыскивателя до 500 гектаров в день. И в этом году мы отработали около 10 тысяч гектаров на земле площади нашей республики. Группа компании «Росспецстрой» представляет на сегодняшнем мероприятии сооружения для сельского хозяйства. Компания использует специальную технологию соединения стропильных ферм при помощи металлических зубчатых пластин. Подобные конструкции уже применяли в Ингушетии при строительстве различных объектов. Мы привезли новую технологию, это австрийская технология Wolf System, по скреплению древесины. Происходит в Европе, это называется сварка дерева. То есть задавливается прессом древесину, сращивание происходит путем задавливания металлических зубчатых пластин в древесину, задавливается прессом порядка 100 тонн, нет никаких ни ударных нагрузок, ни разрушительных, то есть зубцы заходят по волокнам, зубцы бывают абсолютно разные, это есть специализированный расчетный комплекс, в котором указывается высота зубца, шаг зубца. Вот смотрите, зубцы выполнены в специальной форме, то есть они получаются якорятся в древесину. Вырвать его практически невозможно. Сварка происходит в том месте, где происходит соединение древесины, крепче, чем сама по себе пластина. Сейчас ведем переговоры с Министерством сельского хозяйства с вашим по поводу строительства нескольких комплексов для развития животноводства в вашей республике. Волгоград же, в свою очередь, предлагает жатки для уборки кукурузы и подсолнуха. В некоторых ГУПах республики уже закупили такую технику. Свои сельхозизобретения предлагает и Краснодар. Это 4-ядерный прицеп, предназначенный для рыхления почвы на глубину до 18 сантиметров. Словом, в День поля даже самый требовательный фермер сможет себе найти все необходимое для ведения хозяйства. Это полезное мероприятие в плане того, что техники ее много сейчас, она разная, и отзывы важно услышать, кто применяет эту технику. Тут люди встречаются, обсуждают это все. Это очень большой плюс. Республика хорошая, тут много чего выращивают, каких культур, и, естественно, под это все надо и хорошую технику готовить. Первый раз участвуем в выставке именно на территории Республики Ингушетия. В прошлом году успешно сотрудничали с 2 хозяйствами в регионе, поставили 2 жатки, которые удачно отработали сезон, зарекомендовали себя. В будущем планируем более активно принимать участие в продвижении продукта на регионе, так как техника для уборки становится все востребованней. С каждым годом спрос на нее все растет и растет. Надеемся на все большее сотрудничество в области нашей продукции. Поздравить сельхозпредпринимателей с Днем поля приехал и глава Республики Юнузбек Евкуров вместе с председателем правительства Зелимханом Евлоевым. Они обошли выставочные ряды и пообщались с предпринимателями. Выступая перед собравшимися, Юнузбек Евкуров подчеркнул, что все ГУПы и КФХ республики должны выработать план и выйти на результат. По его словам, если правильно подойти к работе, то многие КФХ смогли бы встать твердо на ноги. День поля мы организуем ежегодно не просто для того, чтобы сюда прийти, посмотреть, увидеть реальные результаты, посмотреть опытные образцы и сделать выводы по предыдущим годам и обозначить дальше на следующие годы. Да, понятно, что у нас с каждым годом сектор развивается, улучшается, но
такого, как хотелось бы, все равно нету. Я сейчас тоже убедился, проходя по направлениям, просил бы все-таки и правительство с телом Зелимхан, и Минсельхоз, и руководство Акори, и личные подсобные хозяйства, всех подключиться, и все должны работать на результат. Мы, показывая здесь на дне поля определенные образцы различных семян, мы должны для себя выбирать, выбираем мы эти семена или нет. Уж точно здесь решение должно быть не за крестьянским фермерским хозяйством руководителя, а тем более не за директором ГУПа, а министерство, руководство Акори должны влиять на ситуацию. Уже, вы знаете, определенные указы, закон уже внедряются в стране о том, чтобы изымать те земли, которые неликвидные, которые используются не по назначению. Я уверен, что если мы выработаем правильные правила игры, то многие крестьянские фермерские хозяйства, тем более ГУПы, начнут быть прибыльными. Здесь также представлена самая разнообразная техника – сеялки, пресс, культиваторы и многое другое. Словом, каждый ГУП знакомится со своим техническим богатством. ГУП «Магаз» в числе многих уже завершил посевную кампанию. По словам механизатора Исрапила Аушева, несмотря на то, что техника не совсем новая, она никогда их не подводит. Представить, тракторы, комбайны, ос, حاوق باوزن حاوق حد كدكتور حاجة جيني وكوكروز يچمن مق كارتول استامبينيو. Такого рода мероприятия способствуют обмену опытом и плодотворному сотрудничеству как между ГУПами и КФХ, так и между регионами, уверен руководитель регионального Минсельхоза. В рамках празднования Дня поля планируется подписать выгодные соглашения. Сегодня здесь предварительно у нас есть такая программа. Это кроме того, что я сказал, завода, есть у нас еще по зернохранилищу. Они тоже приехали в Воронежский сельмаш. Одна известная в Советском Союзе, до сих пор сохранился, она очень авторитетная. Потом приехали Нижний Новгород, Мельинвест, тоже очень крупные компании, они тоже по зернохранению тоже. И есть и животноводские компании тоже, Ставрополе. Они сейчас у нас присутствуют, тоже будем, по всей вероятности, мы так сделаем. Сейчас предварительно идет переговоры, предварительно все, документацию все мы делаем. После этого будет подписывать наш глава республики. Мы хотим, чтобы завод Росагролизи, который будет участвовать в этой компании, в этом направлении, они туда совместно, чтобы были подписаны. Завершился сельхозпраздник вручением заслуженных наград отличившимся ингушским аграриям. Баланкоева Магомеда Исраиловича, механика государственного унитарного предприятия «Алханчурская». Светлана Томова, Джамалел Тамасханов. Новости 24.